Фантазия. В Музее народной культуры закрылась выставка с говорящим названием. За 2 месяца ее посетили почти 1500 человек. От лаптей до предметов мебели. Экспонаты покорили не только россиян, но и туристов-иностранцев. С подробностями мои коллеги. Лоза, береста, бечевка – все это служит материалом для создания изделий. Благодаря мастерам современный человек может увидеть то, что давно ушло вглубь веков. Известные каждому лапти. Плетут лукошки, корзины и даже мебель. Это чудо-кресло мастер Михаил Олькин сплел из ивовых прутьев. Такая техника называется лозоплетение. Материал вываривается, очищается, вымачивается, и только затем начинается сам процесс плетения. На изготовление такого предмета мебели у мастера уходит не более недели. В Музее народной культуры закрылась выставка «Плетеные фантазии». Почти 150 экспонатов. Все это работы 23 мастеров. На закрытии их наградили дипломами и памятными подарками. Елена Аброськина занимается рукоделием с 8 лет. Сейчас свой опыт передает ученикам. Вышивала, решелье научилась в 16 лет. В школах работала, когда вела кружки рукоделия. С берестой работала, с соломкой. Ну, а когда вышла на пенсию, времени осталось много, я начала работы на выставку на Шумбрат-Мордовии. Порадоваться пришли и внуки. Рассказывают, что бабушкины работы – неотъемлемая часть интерьера их дома. Филейно-гипюрная вышивка – это, по-моему, самая эффектная ее работа. Она их очень красиво оформляет на черном бархате, под стекло и в рамочку. Мы все всегда с удовольствием все это осматриваем, с интересом, с большим. Это висят у нас дома, картины на стенах. Выставка работала почти 2 месяца. За это время ее посетили около 1500 человек. Плетеную фантазию видели ценители из разных уголков мира. И из Пензенской области, Нижегородская область, Москва, Ульяновск, Екатеринбург, Кузнецк. Также у нас были посетители и иностранцы. Это и Япония, это и Киргизия, это Финляндия, Венгрия, Алжир. За время работы выставки проводили и мастер-классы. Плести учили всех желающих. Ну а экспонаты, которые создали мастера, конечно, оценили по достоинству. Валентина Руйна, Валерий Балаев. Наши новости.